Обращение по поводу благоустройства стадиона в Карабулаке, прозвучавшее на недавней прямой линии с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым, стало свидетельством того, как конструктивный диалог власти и общества способен решать насущные проблемы. Жители селения, обеспокоенные неудовлетворительным состоянием спортивного объекта, смогли донести свою просьбу до руководства республики. Вопрос был услышан и принят в работу. Автор этого обращения Хусейн Куштов. Вопрос прозвучал в эфире в ходе прямой линии с главой республики. Это не жалоба, а просьба о помощи в восстановлении городского стадиона. Раньше место притяжения молодежи сейчас же действительно находится в плачевном состоянии. Покрытие футбольного поля, призванное служить годами, превратилось в настоящую полосу препятствий. Дыры, ямы и неровности делают занятия не просто некомфортными, но и опасными, увеличивая риск травм для спортсменов. Не лучше обстоит дело и с баскетбольной площадкой. Сетки на кольцах не просто изношены, они рваные, а где-то и вовсе отсутствуют, что делает игру в баскетбол практически невозможной. А для любителей футбола отдельной болью стали ворота с порванными сетками на них. Проблема в том, что у нас повсюду сломаны сетки, мячи каждый раз улетают, и еще тут стоят баскетбольные столбы. Мы об них каждый раз ударяемся всегда. Из-за этого футбольного покрытия мы не можем нормально бежать. Мяч останавливается, подпрыгивает. Мы бы хотели, чтобы убрали эти баскетбольные столбы, поставили новое покрытие, починили сетки. Еще бы хотелось, чтобы добавили сюда мусорки, чтобы никто не мусорил, и скамейки еще добавить. Стадион открыли в 2018 году. Работы тогда провели в рамках проекта «Комфортная городская среда». С тех пор реконструкция здесь не проводилась. Список проблем дополняет и плохое освещение. Со слов местных жителей, вечером стадион погружается в полумрак, что ограничивает возможность проведения тренировок и игр с приходом темноты, особенно в осенне-зимний период. Но несмотря на имеющиеся проблемы, стадион остается излюбленным местом горожан. Вы же видите, как ребята, вот даже сегодня дети в школе находятся с утра, а кто с обеда уже здесь находится. Вечером, если вы здесь будете, вы увидите, сколько здесь детей играет. Даже мест не бывает, они команды создают и с командами играют. Какие именно перемены и когда на городском стадионе будут проведены, пока говорить сложно. Оценочная комиссия определит объем необходимых работ и составит план по его благоустройству в скором времени. Важно отметить, что обращения, поступившие на прямую линию, не просто зафиксированы, а взяты на контроль, как и их исполнение. У администрации города есть четко выработанный алгоритм по развитию спортивной инфраструктуры города. Буквально в этом году за счет привлечения внебюджетных источников финансирования нам удалось отремонтировать, провести, капитальный ремонт центрального стадиона имени Зязикова города Карабулак. И, соответственно, в очередном порядке данные общественные территории тоже будут благоустроены за счет бюджетных средств. На эти цели уже источник финансирования у нас определен. На данном этапе у нас ведутся проектно-сметные работы. И, соответственно, также хотелось бы отметить, что при поддержке главы Республики Ингушетия нам удалось все-таки оказаться в числе тех, кому будет построен новый физическо-оздоровительный комплекс на территории города, на территории в том числе и первого микрорайона с плавательным бассейном. Мы ожидаем, что в период в формате 2026 года, 2027 года эти работы тоже по возведению данного объекта начнутся. Можно с уверенностью сказать, что благодаря прямой линии стадион Карабулака получит вторую жизнь. И это лишь один из множества примеров того, как открытый диалог власти и народа, подкрепленный решимостью и оперативностью, способен преображать жизни людей к лучшему. Мадина Цора, Хасан Евлоев, Магаз, 24.